Жәбірленуші тараптың адвокаты Бишимбаевтың қандай сұмдық әрекетін айтып жаға ұстатты. Направив камеру своего сотового телефона на Салтанат, пытается раздвинуть ей ноги и заснять на камеру своего сотового телефона все ее интимные места. Прокурор алқабилердің назарын неге аударды? Мы знаем, что смерть Салтанат наступила не сразу. Она умирала медленно и мучительно. Салтанаттың ағасы Айтбек Амангелді бұрынғы жездесіне қандай ауыр сөз айтты. Вот этот человек, который сидит вот сейчас в данный момент с закрытыми глазами, там спит или что ему, пофигу ему. Армысыз ағайын, бұл қазақ айран. Бір айдан астам уақытқа созылған Қуандық Бишимбаевтың соты мәресіне таяп қалды. Бүгін Астанада жарыс сөздер басталып, әр тарап тағы да сотқа және алқабилерге өз уәждерін айтты. Прокурорлар мен жәбірленуші тарап Бишимбаевтың Салтанат Нукенованы жауыздықпен өлтіргені толық дәлелденді дегенді алға тартып, алқабилерден әділ шешім шығаруды сұрады. Бүгін Қазақстан бақылап отырған сотта барлық сұмдық айтылды ма десек, қателесіппіз. Бүгін жәбірленуші тараптың қорғаушысы Бишимбаевтың тағы бір жан түршігерлік әрекетін алға тартып, жаға ұстатты. Сотталушы Салтанатқа өлер алдында тағы не істеген? Қазақ айранға міндетті түрде жазылыңыздар, ал мен сіздерге бүгінгі соттың ең қызықты сәттерін айтып беремін. Бүгін Қуандық Бишимбаевтың ісі бойынша жарыс сөздер басталды. Судья сот отырысын бастамай тұрып, әуелі тараптардан өтініштері бар жоғын анықтап алды. Сол сәтте сотталушының адвокаты залда отырған адамдарға қарсы шығып, оларды сот залынан шығарып жіберуді сұрады. Айтуынша, үстіне Салтанатты қолдайтын киім киіп келген олар алқабилерге кері әсерін тигізуі мүмкін. Тараптардың пікірін тыңдаған соң судья өз шешімін жариялады. В зале судебного заседания присутствуют люди, которые на майках имеются агитационные записи за Салтанат пожизненно. Я прошу удалить данных людей из зала судебного заседания, так как они сидят прямо напротив присяжных и могут вызвать у них предубеждение. Прошу высказать мнение участников процесса по ходатайству защитника. У остальных защитников какое мнение? Полностью поддерживаю. У вас какое мнение? Усмотрение. Так, защитники из числа близких родственников, ваше мнение? Подсудимый Байжанов? На усмотрение суда. Подсудимый Бишимбаев? Потерпевшие его представители? Уважаемый суд, конституционное право каждого гражданина выражать свое мнение. Цензура любая по статье 20 Конституции запрещена. Гласность данного судебного разбирательства, она открытая по запросу самого подсудимого Бишимбаева. Любой человек вправе носить такую одежду, которую он считает нужным. В связи с этим, уважаемый суд, я прошу отклонить данное ходатайство. Спасибо. У остальных представителей потерпевшие такое же мнение? Поддерживаете. Сторона обвинения, прошу. Уважаемый суд, участники процесса, данный процесс он у нас гласный, публичный. Люди у нас, согласно Конституции, могут выражать свое мнение в любой форме. Поэтому я считаю, здесь то, что они одели футболки, я, честно говоря, особо и не вижу никого в этих футболках. Поэтому я считаю, нет необходимости вашей честью удалять. Так, суд считает необходимо в удовлетворении ходатайства стороны защиты отказать, поскольку суд не вправе указывать лицам, участвующим в процессе, в какой одежде они должны явиться в суд, за исключением участников процесса. Жарыс сөзді бастаған прокурор Айжан Аймағанова алқабилерге Салтанаттың асқан жауыздықпен өлтірген тағы да еске салды. Әрі Бишимбаевтың бұған еш өкінбегенін алға тартты. Прокурордың айтуынша Бишимбаев қара басын қам үшін осы уақытқа дейін өтірік айтып келді. Ал Салтанаттың қалай қиналып өлгенін прокурор пакетке құйылған қызғылт түсті сұйықтықпен дәлелдеді. Сөзінше, марқұмның миында дәл осы көлемде қан жиналған. Уважаемый присяжный заседатель, уважаемый суд, нам эксперт Халим Назаров показал, что гематома объемом 70 миллилитров, вот мы сделали мерный стаканчик, здесь видно, я криво, может, держу, 70. Вот, уважаемый присяжный заседатель, если ровно поставить, 70 миллилитров. Вот при объеме такой гематомы, это уже критическая стадия, человек может умереть.
Вот, ну просто для наглядности. Гематома у нас не имеет определенной формы, поэтому мы решили вот так немножко вам наглядно показать. Вот. То есть вот такая гематома, она уже смертельна. Вот, 70 миллилитров. У Салтанаджи была сюда давайте, гематома объемом 230 миллилитров. Вот, уважаемый суд, у нас тоже мерная емкость 230 миллилитров. Вот у Салтанаджи была гематома объемом 230 миллилитров. Вот, обратите внимание, уважаемые присяжные заседатели, суд. Вот гематома объемом 230 миллилитров и гематома объемом 70 миллилитров. Вот настолько крови, наверное, правильно сказать, сдавливало мозг Салтаната. Одан кейін ортаға шыққан Айтбек Амангелді әзер сөйледі. Көз жасын әрең ұстап, марқұм қарындасының қыршыннан қиылған ғұмырын еске түсірді. Адвокаттардың бірі сот залында Бишімбаевтың тағы бір сұмдық әрекеттерін айтып, жаға ұстатты. Она клялась по его требованию мамой, Аллахом, будущими детьми, о которых она мечтала. Это цитаты из этого видео. И которые еще не родились дети. Отцом, всем своим здоровьем. Он даже потребовал поклясться маткой. В ответ она получала удар за ударом и оскорбление. Она говорила ему о том, что у нее болит голова. И просила остановиться хотя бы на 2 минуты. Хотя бы сходить в туалет. Садиста, социопата, одержимого безосновательной ревностью, с больным воображением все эти мольбы и клятвы никак не остановили. На этих видео видно, как убийца получает удовольствие от пыток и допроса. Это то, что мы с вами видели на этих видеозаписях. Но что было дальше? Продолжая оскорблять Салтанат, Бишимбаев настойчиво заставляет ее что-то искать по полу, при этом в грубой форме, и надменно требует, чтобы она совершала поиски именно на коленях, уважаемые присяжные, в то время, когда Салтанат перемещается по полу в положении сидя на корточках. Также на данной видеозаписи мы с вами наблюдали, как Бишимбаев, направив камеру своего сотового телефона на Салтанат, пытается раздвинуть ей ноги и заснять на камеру своего сотового телефона все ее интимные места с целью еще большего унижения Салтанат. Однако Салтанат, как может, из последних сил прикрывает свою обнаженную грудь и сжимает ноги, а в ее глазах мы видим страх и беспомощность. Но вспомните, что сказал Бишимбаев, когда суд открыл его телефон и начал просматривать видеокадры. Он заметался в своей камере, подходил к микрофону и говорил: мне это скинули на WhatsApp, мне это подкинули, это видеомонтаж. Но еще он сказал очень важную фразу, которую не все услышали. Я переслушала данный суд. Он сказал так: это было снято в другой день. Понимаете? Он сказал: уважаемый суд, это было снято в другой день. О чем это говорит? О том, что Бишимбаевым на регулярной основе снимались такие же видеозаписи. Поэтому он и утверждал, что это снято в другой день. Потому что систематически, как сторона обвинения доказала и написала в обвинительном акте, он подвергал Салтанат пыткам и истязаниям, как и в ту ночь. Поэтому данная статья и данное обвинение квалифицировано как особая жестокость. И законодатель, и Верховный суд как раз-таки в своем нормативном постановлении эту жестокость прописывает. Я прошу вас не оставаться равнодушными и принять важное и, самое главное, верное, справедливое решение. Бишимбаевтың адвокаттары да қорғауындағы экс-министрді ауыр жазадан арашалап қалу үшін жандарын салды. Оларға сенсек, Бишимбаев Салтанатты әдейі өлтіргісі келген жоқ. Никто из поклонников и мужчин Салтанат не предложил ей руку и сердце. Но семейную жизнь Салтанат решила начать с обмана, который периодически становился камнем преткновения и обернулся настоящей трагедией. В этих отношениях 9 ноября
2023 года. Ошибка Салтанат. Она переоценила свои физические возможности. Внешне физически она чувствовала себя сильной. Но, по сути, оказалось, что она слаба. Ошибка Куандыка как раз-таки человечность. Он пытался вытащить Салтанат, не смог покинуть ее, так же, как и все предыдущие. Не посчитал серьезной проблемой свои чувства и чувства и мысли Салтанат, которые его и погубили Салтанат. При этом этот обман, ставший известным всем, как писала Салтанат, уже всем мы осветили свою историю, выворачивал душу, как самой Салтанат, так и гордого Куандыка. Салтанат, прекрасно зная характер Куандыка, предпочитала унижать и причинять психологическую боль, сама напоминая о своих предыдущих паттернах в целях сравнения Куандыка с другими мужчинами и его провокаций. Желание заключать брак при таких обстоятельствах снизошло на нет, что заставляло Салтанат чувствовать себя незащищенной и испытывать страх потерять Куандыка навсегда. Бұл Қазақ Айран YouTube арнасы. Бізге жазылуды ұмытпаңыз. Видеоның астына пікірлеріңізді қалдырып, лайк басыңыздар. Аман болайық. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұнындағы Каспи Patreon сілтемелері арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істеп үлгергендерге алғысымыз шексіз, бұл маңызды.